Посмотрите, такого напора воды у нас не было до 22 года, я могу сказать. Умат Гугаева живет в этом селе десятки лет. Женщине 68. 40 из них она отработала фельдшером. Сейчас ушла на заслуженный отдых и занимается хозяйством. На небольшом участке она высадила ягоды, фрукты и зелень, которые хорошо растут благодаря своевременному поливу. Вот клубника, мы ее сейчас хорошо держим. Еще я не полностью начала эту работу, пересадку я сделала. И малина там, я ее обрезку сделала, она уже начала расти. Клубника. Вот этот на огурцы и на помидоры. Вот этот участок, который вот ветка, это огурцы. Вот зелень у меня, она уже растет. Зелень вы видите. И маленький садик. Ну, сейчас, я думаю, это все нам можно, как говорится, есть решение еще раз немножко даже расширить свой это. По маленькому куску, чтобы нам хватило. Потому что надеюсь, что летом, как и в прошлом году, будет вода. Умат признается, раньше не то, что заниматься сельским хозяйством, жить было тяжело. Каждое лето сельчанам отключали воду, невозможно было поливать огород и поить мелкий рогатый скот. Если ты занимаешься огородом или чем-либо, если одна неделя проходит, все это же погибает. Вот так как случилось, что вода сейчас уже пошла. Семье Гугаевых теперь не нужно беспокоиться, как напоить скот. Она спокойно может ухаживать за ними и не таскать по всему селу заполненные ведра. С водой в семействе уже появились первые ягнята. Этим близняшкам, к примеру, нет и 2 недель. Женщина довольна, заниматься сельским хозяйством ей очень нравится. Да, месяца 2, 1,5 месяца даже. 1,5 месяца, ягненок. Можно явка будет на следующий год. Выгоним, обстрижем, корм даем. Сено очень хорошее, заготавливаем. Вот вода стоит, для нас хватает их. 12 ягнят в этом году. И на семью хватит, больше и не надо. Благодаря реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда» вопрос с обеспечением водой закрыт. Магомед Гугаев теперь спокойно может зарезать у себя дома барана и разделать его. Хотя раньше ему приходилось делать это на окраине села. Вообще воды не было. Сам мы даем. Теплый сезон даем. Летом вообще вода не была. То там труба нету, то здесь труба нету. Причина, что ну так сюда. Сейчас исправно, да, вода поступает? Пока исправно до Амура. Пока нормально идет. И таких довольных жителей в Акиюрте много. Они до последнего не верили, что проблема, которая тянется годами, будет решена благодаря поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Лужах поили мы скот. Ну, раньше такого, может быть, не было обстоятельства, обстановки, может быть, был кризис. Я не хочу никого винить, но, алхамдулилlah, дался был, ты рисхал. Чтобы вода била ключом, специалистам пришлось проделать большую работу. Для этого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построены новые 2 резервуара. Их общая мощность 100 кубов, по 50 каждый. Специалисты протянули сюда порядка 2 километров водопровода, врезавшись к трубопроводу, который питает Вознесенское. Еще 2 километра труб проложили от резервуара в само сельское поселение Акиюрт. Проблема очень большая была, не то что летом, зимой. Вот с 22 года, после как запустили насосные в южном поселке, это идет в Акиюрт. Вот оттуда уже с 22 года, можно сказать, с мая месяца у нас проблема закрыта. Это. Благодаря главе республики Калимату он сам проконтролировал это, довел до кондиции, все. Но на сегодняшний день у нас проблем нету. Для сельчан построена новейшая насосная станция. Ее мощность 30 кубов в час. Напор водяного столба 120 метров. Также специально под резервуар оборудованы 23 колодца. Каждый из них будет выполнять свою функцию. Но основная из них – это фильтрация воды. Работы контролировал лично глава региона Махмуд Али Калиматов. Откуда вы воду забираете? У нас есть магистральный водопровод, который проходит. Кантушка водозабор. Ну хорошо, а Кантуш, а теперь откуда вы воду забрали? Магистраль, который ведет в Малгобекский район. Малгобек? Да. Вот тоже Малгобек. Да. А куда ведет?
Соговщи, энергии всегда. И часть А теперь вы забрали с энергии. Оттуда мы забираем. Это сельское поселение было основано в 1976 году. Здесь проживают более 1500 жителей. В общей сложности это 245 дворов. За последние годы здесь изменилось многое. Построили школу, детский сад, амбулаторию и, конечно же, в рамках нацпроекта построили новый дом культуры. Национальные проекты России ежегодно помогают решать десятки социально важных проблем. Строятся дороги, мосты, дома культуры, образовательные учреждения и улучшается качество жизни граждан. Зелимхан Кылуев, Рахман Цуров, Юсуп Ханиев. Новости 24.